Ассаляму алейкум! В эфире программа Джанлы Студио и я, ее ведущая Алия Хаджибадинова. Сегодня у нас в гостях украинская певица, автор эстрадных песен Татьяна Доканина. Время, я прошу, остановись. Я хочу сполна всем насладиться. Та любовь, которой мы слились, в ритме сердца продолжает биться. Лишь пластинки плачущий мотив. Слезы одиночества напомнил. Так боюсь я снова обрести ту пустыню, что в душе. Он опять собой заполнил наши чувства на грани реальности. Мое сердце держи, не упусти, когда губ твоих ощущаю касание. Я включаю весь мир в режим ожидания. Время, я прошу тебя, замри. Я хочу успеть это запомнить, как пылает искорка внутри. Этих чувств уже не преисполнить. От печали, грусти только он дверь закрыл, что больше не вернуться. Даже если это просто сон. Господи, не дай же мне сейчас, не дай же мне проснуться. Наши чувства на грани реальности. Мое сердце держи, не упусти, когда губ твоих ощущаю касание. Я включаю весь мир в режим ожидания. Наши чувства на грани реальности. Когда губ твоих ощущаю касание. Наши чувства на грани реальности. Мое сердце держи, не упусти, когда губ твоих ощущаю касание. Я включаю весь мир в режим ожидания. Ассаляму алейкум, Татьяна, как настроение? Алейкум салям, Алия, отлично. Спасибо. У тебя за плечами большое количество фестивалей и конкурсов, но в 2013 году ты была участницей одного из, наверное, самого популярного в Украине талант-шоу. Расскажи, как изменилась твоя жизнь после этого шоу и планируешь ли ты в дальнейшем еще попробовать свои силы? Изменилась моя судьба в лучшую сторону обязательно. У меня появился свой репертуар, а это немаловажно для всех выпускников талант-шоу, я считаю, потому что в основном зачастую выпускники талант-шоу не имеют этого трамплина за счет эфиров, да, они просто не выстреливают из-за того, что у них нет собственного репертуара. Они приходят на талант-шоу, перепевают чужие песни, понятно, там мировые хиты или там хиты известных эстрадных исполнителей. И по окончанию этого ничего не происходит, потому что далеко не уедешь только на перепевках. Поэтому я счастлива, что у меня все-таки появился свой репертуар.
То есть он у тебя появился после участия в шоу? Да. Это тебя как-то всколыхнуло, да? 100%. Ты была тогда у кого в команде? Пономарёв. Вы сейчас поддерживаете отношения? Нет, к сожалению, нет. Нет, то есть в дальнейшем они никак не поддерживают своих... Некоторые и поддерживают, потому что я вот знаю, что вот Вакарчук помогал там своим подопечным. Я думаю, что и продюсирует сейчас некоторых своих подопечных. Но у нас как-то не сложилось. И причем, что мой путь же в этом сезоне был не настолько долгим, скажем так, чтобы как-то сплотиться, больше разнакомиться, там, обменяться каким-то опытом и найти общие интересы. Будешь ли участвовать снова? Если честно, не хочу. Ну, Я думаю, во-первых, что ты не первый раз этот вопрос этот слышишь. да, не первый раз, это очень сложно, и, скажем так, это все-таки шоу. Там меньше талант слова весит, чем само шоу. Очень важны истории. Мы очень сердобольный народ. Вот. А если у тебя все прекрасно, все хорошо, нет шестого пальца на ноге и хвоста на одном месте, то, наверное, ты не так талантлив, как хотелось бы. Чому на світі все так водиться? Чому дві лінії не сходяться? Йому даремно я відкрилася. Йому здалось, що все не снилося. Я за те, що залишилося, налью у келих білого вина. Це не твоя вина, що це була струна, в якій жила любов одна. На цілий світ одна. Чому прийшла весна? Вона прийшла, а ти пішов. А я навчилась не здаватися, а я не дам тобі знущатися, а ти звикай щодо побачення, а ти шукай все те, що втрачено, а ти тепер з розбитих келихів допий. Вже не потрібно вина. Це не твоя вина, що це була струна, в якій жила любов одна. На цілий світ одна. Чому прийшла весна? Вона прийшла, а ти пішов. А ти пішов. А ти пішов. Вина. Це не твоя вина, що це була струна, в якій жила любов одна. На цілий світ одна. Чому прийшла весна? Вона прийшла, а ти пішов. А ти пішов. То есть сейчас, на сегодняшний день, в Украине или в принципе во всем мире такая тенденция, что нужно удивлять зрителя. Эпатировать, да, да. Мы в такое время живем. Вот хотелось бы, чтобы все-таки в наш шоу-бизнес вернулись голоса. Слушай, в прошлом году ты представляла Украину в Астане.
Да, Теперь это уже Нур-Султан. да, да, да. Вернулась оттуда с победой. Да. Расскажи, чем удивляла Казахстан? Ой, это классные воспоминания, если честно. Вот туда бы я еще раз бы съездила, потому что эмоций у меня было масса от этого фестиваля, от этого конкурса, организация на высшем уровне. То есть я побывала на Евровидении буквально. Первоклассное жюри, 15 тысяч людей в зале. Представляешь эти ощущения? Чем удивляла? Пела песню на казахском языке, выучила. Сложно мне давалось, но высший балл у меня был в первый день. Во второй день я пела украинскую народную песню. Насколько я знаю, там нельзя было. Нельзя народную. было. Понимаешь, они сами мне говорили, пой что-то из мировых хитов, иначе тебя никто не поймет. Во-первых, твой язык никто не поймет. Песню никто не знает, она неизвестна, ее не смогут подпеть. И я все-таки рискнула, я решила петь украинскую народную песню, и я не прогадала. Шукала паролі любовних історій і повсякчас. Вже хтось із знайомих, поетів відомих писав про нас. Чекала, кохала, душею плекала собі сама. У чистому серці нарешті озветься твоя зима. І скресне крига, я більше не твоя інтрига. Стосунків зупинилась цига, і немає вороття. І скресне крига, замерзлих почуттів відлига. Закриваю нецікаву книгу і почну нове життя. З мороком ночі відкрились ті очі, а я вже сплю. Молилась, благала, душі наказала, вже не люблю. Собі наодинці на чистій сторінці малюю знов. Молила, жевріла, під снігом ростила нову любов. І скресне крига, я більше не твоя інтрига. Стосунків зупинилась цига, і немає вороття. І скресне крига, замерзлих почуттів відлига. Закриваю нецікаву книгу і почну нове життя. І скресне крига, я більше не твоя інтрига. Стосунків зупинилась цига, і немає вороття. І скресне крига, замерзлих почуттів відлига. Закриваю нецікаву книгу і почну нове життя. Ты пишешь свои песни, исполняешь их. Удалось ли найти свою аудиторию и удается ли продавать свой продукт? Да, я пишу стихи, меня заказывают песни, я пишу так же, как и на музыку, и наоборот, просто кто-то может выбрать себе песню. Расскажи о написании песен. Вообще, о чем твои песни? О чувствах. Наверное, все песни в мире, о том, что переживают люди. В основном это песни о любви. Есть ли какой-то особый ритуал написания песни? Это обязательно должно быть от руки. Я никогда не пишу в телефоне. Если я, например, мне что-то пришло в голову, особенно бывает такое ночью, ты просыпаешься, это, слава богу, что сейчас телефон с диктофонами, можно быстренько чик-чик-чик-чик
наговорить, начитать себе, а так пишу от руки. То есть ты сначала пишешь текст, Да. потом ты придумываешь мелодию, да? Я пишу только стихи. Стихи. Да, все мои песни, Мгм. всю музыку придумывают разные композиторы. У меня есть свои наработки, но мне сложно назвать себя композитором, потому что я не училась этому, и я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом. Мне кажется, что если каждый будет заниматься именно тем, чему он учился, да, что он умеет лучше всего, то у нас вообще в мире все будет прекрасно. Я думаю, что моя музыка не сравнится с теми композиторами, которые пишут на мои Мне стихи. кажется, ты перфекционист. Может быть, Но ведь кстати. удается продавать свои песни. Да. Ну, расскажи, кому продаешь? Артистов. Я не буду сейчас перечислять. Не хочешь Да, афишировать да. это? То есть официально можно к тебе обращаться Конечно, за песней, можно, да? конечно. А где тебя сейчас можно услышать? Где ты поешь? На концертах, сборных концертах, также корпоративы, дни рождения, где меня можно услышать. В ближайшее время планирую поездку за границу. Твой альбом, когда мы его услышим? Или А, купим, приобретем? Я думаю, что где-то через год. Планирую. Будет презентация альбома. Я еще не знаю, в каком формате это все будет происходить, потому что, ты знаешь, мы же уже все такие настолько оцифрованы. Ну, конечно, я бы хотела, чтобы мой альбом можно было подержать в руках. Это всегда приятнее. Знаешь, это как книга. И снится сон, глаза закрыла она, танцующий дракон, огнем сверкающие крылья и чешуи волшебный звон. И хочется в рассвет влюбиться, и бесконечно высота, глубокий вдох, и мир кружится от взлета светом в небеса. Она ищет, она и меч, она огонь, готовый жечь, она хранитель и закон, она мечта, оживший сон, она мой сон. Взмахнув крылом, она застыла, и чувств кружит водоворот, а волшебства ее хмельная сила цветком сияя расцветет. Рассвет она глаза открыла, и стены видит небеса, и среди призрачного звона сияет яркая звезда. Она ищет, она и меч, она огонь, готовый жечь, она хранитель и закон, она мечта, оживший сон, она мой сон. В небе облака и снова молния, полет дракона, в каждом жесте, в каждом слове тайна скрытая всех. Песня о моем драконе, сказка белая, как снег. Она ищет, она и меч, она огонь, готовый жечь, она хранитель и закон, она мечта, оживший сон, она хранитель и закон, она мечта, оживший сон, она мой сон. Ты занимаешься благотворительностью. И уже очень долгое время ты ездишь и с концертами в АТО, а также помогаешь детям. Расскажи об этом.
Да, благотворительностью я занимаюсь давно, и меня всегда тянуло туда. Я всегда любила помогать, особенно детям. И ты знаешь, я не могла найти, как знаешь, пристань свою к какому-то фонду. Так случилось волей судьбы, что я познакомилась с очень классными людьми, с очень классными ребятами, которые очень давно, уже на протяжении 15 лет помогают детям. И теперь я волонтерю у них в благотворительном фонде. А в чем помогаем. заключается твоя деятельность? Мы ездим в детские дома, мы Мгм. проводим акции, аукционы различные, собираем деньги на лечение детей в том числе. Но я всегда мечтала этим заниматься. Нельзя это назвать хобби, потому что, вряд ли это хобби. Это все-таки призвание души. Ты поешь детям? Конечно, обязательно. Мгм. Пою, они находят мои видео в интернете, показывают. Вот. А не хочется забрать с собой детей домой? Я просто, когда была в детдоме, мне хотелось всех забрать с собой. Для меня это очень Да. такое тяжелое Да. воспоминание. Потому что чужих детей не бывает. Я знаю, что у крымско-татарского народа, например, нет детских домов и интернатов, правда ведь? Да. Потому что если, не дай бог, ребенок остается круглой сиротой, и его забирают либо близкие родственники, там дальние родственники, если вообще никого не остается, то элементарно заберет сосед и воспитает как родного сына или дочь. Чужих детей не бывает. Опять же, я считаю, что нужно с вас брать пример. Я тебе очень благодарна за твою любовь вообще к музыке и за совместное исполнение крымско-татарской песни. Классная ли Да, в таком виде эту песню еще никто не слышал. Более того, ее в принципе еще никто не слушал, кроме оригинального исполнения Сабрии Реджеповой этой песни. Поэтому тебе большое за это спасибо. И, в принципе, за твое творчество, за твой голос. Да, и тебе спасибо большое. Мне было очень приятно петь эту песню. Я думаю, не последний раз. Да. Я жду презентации твоего альбома, и мы обязательно с тобой сейчас встретимся. Yine geldin gamlı baktın yüzüme. Bulur gözyaş dolup geldi gözüne. İnan sevdim, inan sonki sözüme. Endi sevgi aramayım özüme. İnan sevdim, inan sonki sözüme. Endi sevgi aramayım özüme. Nice yıllar bahçanıza bardım ben. İlk defa seni sevdim sardım ben. Sarhoşum şarap değil sevginde. Tek sene dönmenin yürekten öşken. Nice olsa da
на сегодня все, дорогие друзья. С вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь с телеканалом АТР. Слушайте хорошую музыку.